Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Обновляется материально-техническая база спортивных учреждений. В отделении вольной борьбы приобретен новый борцовский ковер. Мошенничество, обман или предпринимательская находчивость. Интинцам предлагают купить сверхдорогие огнетушители и противопожарные системы, угрожая штрафом. Настоящие произведения искусства с помощью акриловых красок, желатина и гербария. Педагоги художественной школы знакомят горожан с необычной техникой рисования. Глава Коми Владимир Уйба провел заседание Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. С 30 октября в регионе начинается нерабочая неделя. Не будет работать практически вся сфера услуг и развлечений. Салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, ночные бары и другие учреждения. По словам главного государственного санитарного врача по Республике Коми Людмилы Глушковой, показатели заболеваемости значительно увеличились среди детей в возрасте до 1 года, дошкольников и учащихся школ, подростков, пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. 60% всех заболевших – это работающие граждане. Наиболее высокая степень заболеваемости отмечена среди офисных работников в сферах образования, государственного управления, промышленности, здравоохранения, общественного питания и торговли. За прошедшую неделю зарегистрировано 2032 новых случая заболевания, что на 8% выше, чем за предыдущую неделю, а прирост за последние 2 недели составляет более 10%. Такой уровень заболеваемости у нас не регистрировался в неделю с начала пандемии никогда. Показатель уровня заболеваемости за прошедшую неделю составляет 246,2. Наиболее высокие значения отмечаются в следующих возрастных группах. Подростки 15-17 лет – 240, взрослые 30-49 лет – 242, взрослые 50-64 года – 283 и лица 65 лет и старше – 388. То есть практически почти в 2 раза выше, чем в среднем по региону. За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились в следующих группах населения возрастных: дети до 1 года, дети организованные дошкольные, школьники, подростки и лица 65 лет и старше. В разрезе административных территорий наиболее неблагополучная обстановка по уровню заболеваемости имеет место в городе Ухта. Показатель 380, прирост за неделю 13%. В Троицко-Печорском районе показатель 455, прирост за неделю 63%. В Сысольском районе показатель 625, прирост за неделю 23%. В Усть-Коломском районе показатель 363, прирост за неделю 38%. В Усть-Цилимском районе показатель 405, прирост за неделю 10%. В Ударском районе показатель 323, прирост 6%. И в Карткировском районе показатель 255, но прирост за неделю 64%. На Сыктывкар приходится каждый 3-й случай заболевания. Показатель по городу примерно на том же уровне, как и по Республике Коми, но наибольшие уровни заболеваний в столице региона отмечаются в возрастных группах: дети до 1 года, подростки, взрослые с 50 лет и старше. В возрастной группе наиболее пожилых, 65+, значение показателя составляет по Сыктывкару 477, что почти в 2 раза выше, чем показатель по региону в целом. Практически 60% всех заболевших составляют работающие граждане. Распределение заболевших по профессиональным группам следующее. Я буду называть по мере
актуальности. Значит, наиболее высокая — работники сферы образования, почти 13%, офисные работники и государственное управление, то есть служащие — 11%, промышленные работники — 10%, медицинские работники — 9%, работники сферы общественного питания и торговли — 8%. Доля заболевших работников-вахтовиков составляет чуть более 1%. В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября медицинские организации Республики Коми будут работать по следующему режиму. Службы скорой медицинской помощи и стационарные учреждения круглосуточно. Службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках в соответствии с обычным режимом работы данных служб. Ежедневно с 8 до 20 и 22 часов, кроме 31 октября и 7 ноября. В ночное время по воскресеньям неотложную помощь оказывают бригады скорой медицинской помощи. Подразделения медицинских организаций, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с ковидом, ОРВИ и гриппом, включая колл-центры, центры компьютерной томографии, в которых проводятся исследования пациентам с ковидом и подозрением на него, ежедневно в соответствии с обычным режимом работы, в том числе праздничный день 4 ноября, по субботам и воскресеньям 30-31 октября, 6 и 7 ноября. Лаборатории государственных медицинских организаций, в которых проводятся исследования на ковид ежедневно, кроме воскресений 31 октября и 7 ноября. Стоматологические учреждения для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Патологоанатомические и судебно-медицинские бюро ежедневно. В праздничный день 4 ноября, в субботу и воскресенье 30-31 октября, 6 и 7 ноября в соответствии с режимом работы в выходные и праздничные дни. Подразделения, в которых проводятся обязательные медицинские осмотры и освидетельствования, в том числе по направлениям работодателей, медицинские осмотры водителей и другое, с 1 по 3 ноября 2021 года в соответствии с режимом работы данных подразделений. Прочие подразделения медицинских организаций, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь согласно графику дежурного приема 1, 3, 5 ноября или по иному установленному графику. Дороги, связь, медицину, перспективы сельхозпредприятий, строительство новых объектов и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского округа на прошедшей конференции Коми народа. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано в узком кругу с соблюдением всех противоэпидемических требований. С сельскими жителями встретились руководство округа, депутаты, представители межрегионального общественного движения «Коми Войтер». К большому сожалению, население в селе уменьшается. Но пока есть желание жить на селе, люди живут. Они видят, что не кинуто со своими вопросами, но в вопросах есть и подвижки в их решении. Долгое время будки артезианских скважин Абизи и Ерпияка были в плачевном состоянии. Жители Абизского куста благодарны за их ремонт. Здорово, что приобрели оборудование для пекарни в Абизе. У людей есть теперь свой вкусный хлеб. Хочу от имени жителей обратиться к нашему депутату Зиновской Марине Александровне об организации приемных дней 1 раз в месяц в поселке. Это люди просят, потому что они, если честно, не видят депутата. По проблемам и перспективам. Наладки стационарной телефонной связи в селе Петрунь и деревне Роговая. У нас постоянно прерывается связь. Если дождь, снег, у нас кабеля очень плохие, старые, уже лет 50. Мы все время просим, чтобы у нас была замена проводов. Вот. Это у нас очень больной вопрос. Сооружение помещения для пассажиров на вертолетной площадке. Когда ждем вертолет, там очень холодно. Что волнует сельчан? Какие проблемные темы затронули делегаты в своих докладах? Смотрите в одном из эфиров 5 канала. А сейчас на другую тему. По итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством спорта Республики Коми, Инте была предоставлена субсидия на поддержку спортивной школы «Юность». Деньги пошли на укрепление материальной базы 2 отделений. Благодаря выделенному финансированию в зале вольной борьбы уже появился новый борцовский ковер.
Деньги в размере почти 270 тысяч рублей были выделены как из республиканского, так и из местного бюджетов. Они пошли на приобретение инвентаря для 2 секций спортивной школы «Юность». Это вольная борьба и бокс. Эти секции были выбраны в связи с тем, что они в этих секциях воспитываются воспитанники, которые входят в составы сборных Республики Коми. Это у нас секции вольной борьбы и бокса. Субсидия была предоставлена именно на этих условиях. В этом году нам удалось приобрести новый ковер для вольной борьбы. Благодаря республике выделили субсидию. Субсидия в рамках республиканского проекта «Спорт. Норма жизни», который в свою очередь входит в федеральную программу «Демография». И вот субсидия была выделена. В рамках этой субсидии порядка 270 тысяч рублей. Спортивная школа «Юность» приобрела ковер для борцов, а также будут приобретены, скоро уже поступят, это перчатки, еще обмундирование для бокса. То есть они тоже уже на днях придут. Новый бойцовский ковер для спортсменов секции «Вольная борьба» прибыл в Инту из Республики Татарстан. Он уже уложен и заменил собой старый. Тренировочный процесс спортсменов проходит уже на новом инвентаре. Покупка данного ковра была обусловлена износом старого, обращением родителей и тренера по вольной борьбе. Ковер соответствует стандартам, имеет соответствующую расцветку. Расцветка соответствует именно вольной борьбы. Здесь мы видим 2 ковра и разных расцветок. Это греко-римская и вольная борьба. На данный момент мы получили то, что должно соответствовать этой секции. Буквально на днях мы его уже уложили, мы очень довольны. Дети прям прибежали у меня в 4 часа, за 2 часа до тренировки старшие, помогали, все вместе укладывали с руководством Дворца спорта. То есть, вчера первую тренировку провели, все довольны, все счастливы, столько ждали. В июне спортивной школе «Юность» было передано новое помещение – здание бывшей вечерней школы. В нем теперь занимаются интинские борцы и самбисты. Тренеры, воспитанники и их родители очень довольны переездом из старого помещения – спортивного зала бывшей шахты Капитальной в новое. Здесь и условия лучше, и добираться ребятам намного ближе, ведь школа находится в старой части города. В данную секцию у меня ходят 2 моих сыновей, старший и младший, 10 класс и 7 класс. Ходят уже на протяжении 5 лет. Выбрали сами данное направление спорта, и им очень нравится. Сначала мы ходили в зал, который на Капитальной, вот сейчас продолжаем ходить в зал, который администрация выделила здесь, школа номер 1. Безусловно, после переезда с Капитальной здесь стало гораздо лучше. Дети могут добираться сюда самостоятельно, нам приходилось на Капитальную их возить. Здесь гораздо теплее, уютнее, оборудование зала комфортное, раздевалки, то есть все для детей. Вот сейчас пришел новый ковер, чему мы искренне рады и благодарны администрации и руководству школы «Юность». Вот. И, как вы видите, здесь тепло и уютно. В секции вольной борьбы 2 наставника – Владимир Каплунов и Сергей Худи. Сюда ходят заниматься достаточно много ребят. Большинство из них тренируются с раннего возраста. Здесь воспитываются победители соревнований различных уровней, мастера спорта и настоящие борцы. На сегодняшний день на секцию ходит около 70 спортсменов. То есть результат у нас, я сказал бы, неплохой. То есть 6 человек входит в состав сборной Республики Коми. Есть победители первенства Северо-Западного федерального округа, победители первенства Республики Коми, и призеры всероссийских республиканских турниров по разным возрастам. Секция вольной борьбы у нас популярна. Дети идут и выступают на региональном уровне и занимают призовые места. Желающие есть. Поэтому мы перевели в этом году с одного спортзала в другой, в более уютный. И считаю, что сделали правильно. Поэтому делаем все для детей, чтобы дети приходили, занимались и добивались хороших результатов. Помимо борцовского ковра был также приобретен инвентарь для секции бокса – боксерские перчатки, груши и тренерская экипировка. Неосторожное обращение с огнем, неисправное электрооборудование, нарушение правил безопасности при использовании печей – это основные причины всех пожаров. Чтобы квартиры, дома, машины, гаражи и организации горели реже, руководителям предприятий, социальных учреждений рекомендовано провести инструктажи в коллективах, а также проверить исправность электроприборов и сетей.
21 октября в администрации округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В повестке встречи значилось несколько вопросов. Основной из них – обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. С докладами о проделанной работе выступили представители и специалисты предприятий всех сфер жизнедеятельности города, начиная от коммунальщиков и заканчивая культурой, спортом и образованием. Проведен совместный осмотр пожарных гидрантов с представителем Государственной противопожарной службы ПЧ-33 по Республике Коми и представителем обслуживающей организации Интинской ТЭС с другой стороны. Составлен акт пожарных гидрантов. Также дополнительно аварийный запас полностью в наличии для ликвидации, плюс начальником смены отдельным распоряжением за подписью технического директора ТЭС в ходе ежедневных обходов территории 2 раза в смену, 4 раза в сутки взяты под контроль проходы с целью их незахламления, а также проверка нарядов по огневым работам с использованием сварочных и огнеопасных работ. Желательно, чтобы вот все свои, значит, электрооборудование, да, вот щитовое, да, просто привели как бы в соответствие перед этими, потому что люди будут уходить как бы на большие праздники, будут минимально находиться, ну, чтобы как бы исключить такие неприятные ситуации. Проведен осмотр многоквартирных домов с целью обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе. Было проверено состояние информационных стендов в подъездах многоквартирных домов, размещение на них памяток о пожарной безопасности, осмотрены подвальные чердачные помещения на предмет мусора, выявления скопления больших объемов также мусора, на предмет закрытия, открытия замков. Также были проверены, осмотрены источники наружного пожарного водоснабжения и установки конусов на них. Все выявленные нарушения доведены до сведения управляющих организаций. Учреждения постоянно контролируют управляющие компании. Половина уже выполнена. По информации начальника отделения надзорной деятельности города, за прошлый пожароопасный период с октября 2020 года по апрель 2021 произошло 30 пожаров. Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем при курении 30%, проблемы с электрооборудованием 23%, нарушение правил безопасности при обустройстве электропечей 13%. За 2021 году произошло 24 пожара. Это уже общая статистика за этот год, которая связана именно с 1 по сегодняшний день. То есть у нас наметилось снижение на 27%. Вот. Соответственно, необходимо продолжить информировать население о соблюдении требований пожарной безопасности. Специалистами надзорной деятельности рекомендовано организовать проведение целевых противопожарных инструктажей с персоналом социальных объектов, предприятий по обслуживанию жилого фонда и объектов жизнеобеспечения города, а также разъяснительные встречи с учащимися и педагогическими коллективами образовательных учреждений Инты. Особое внимание необходимо уделять соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления, открытого огня и использования пиротехнической продукции. Также специалист порекомендовал присутствующим более серьезно и ответственно проводить проверку электрооборудования и сетей. Проверки электрических сетей надо подходить не только петля фазонода, в том числе и принимающее устройство, это так называемые розетки, у нас все-таки соединения. То есть если эти электроустановки или эти электросоединения работали из года в год, то есть они имеют свойство изнашиваться, то есть там может происходить все-таки моменты, связанные с короткими замыканиями. Поэтому обратить на это внимание, то есть пройти раз в год, открыть каждую розетку и посмотреть, могут уж на объекте. Да. Глава города, руководитель администрации, в свою очередь, поручил о всех экстренных случаях, происходящих на подведомственных объектах, жилфонде и сетях, незамедлительно докладывать в единую диспетчерскую службу. Также присутствующие обсудили вопрос обследования и содержания источников наружного противопожарного водоснабжения. Все предприятия, являющиеся балансодержателями гидрантов, обязаны проводить дважды в год их проверку. Тот, кто пожелает проверку проводить с представителем пожарной охраны, необходимо связаться с нами. Там еще мой телефон, прямо на мой телефон могут звонить, Михаил, там доведем информацию. Допустим,
Школа номер 5, хотим проверить гидрант. Вот нам запрещено выезжать на проверку на служебной технике. Нас необходимо тут небольшой нюанс забрать, чтобы мы пришли, посмотрели, как работает гидрант, то есть водоотдачу. То есть мы не имеем права сами проверять его. Вот, проверять его непосредственно баланс-содержатель. Если же вы не хотите привлекать нас к проверке водоснабжения наружного, вы можете своей комиссией, в докладах тут руководитель предприятия было, что есть некая комиссия, которая работает, сами проверить гидранты и предоставить нам акт. Вот. По итогам заседания всем ответственным специалистам даны поручения и обозначены сроки их исполнения. Предприимчивый гражданин продает жителям Инты системы пожаротушения. Бизнесмен ходит по квартирам и предлагает приобрести автономное устройство порошкового пожаротушения по стоимости, которая в несколько раз превышает рыночную. Доверчивые горожане, в особенности пенсионеры, верят словам молодого человека о том, что если дома у них не будет огнетушителя, то их ждет штраф от надзорных органов. Как видно из поста, опубликованного в социальных сетях, автономное устройство порошкового пожаротушения обошлось одному из интинцев в 9990 рублей, тогда как в известных интернет-магазинах аналогичный товар стоит 2000 рублей. Эта история случилась с одним из моих знакомых. Если честно, не очень было изначально понятно вообще, что произошло, но когда мы начали разбираться, когда мы начали смотреть, что это за фирма, чем они занимаются, то стало понятно, что это какое-то вранье, и что человек, который это все предлагал, он как бы действовал с точки зрения закона все правильно, он как предприниматель продает свой продукт, но он указал на то, что этот продукт должен быть обязательно в каждой квартире, что если его не будет, значит, придет инспекция, которая будет штрафовать. Ну, как бы это неправильно, это неверно, такого не будет. И путем обмана этот человек продал свой товар. По факту это не мошенничество. Покупатель сам выбирает, где и за какую стоимость ему купить товар. Продавец же официально оформлен и имеет документы на ведение предпринимательской деятельности. С точки зрения закона к нему нельзя предъявить претензии. Но с этической точки зрения надувать пожилых горожан как минимум безнравственно. Пенсионеры мало знакомы с интернетом, верят на слово и готовы за любые деньги обезопасить себя. В основном этот человек продает товар пенсионерам, он заходит к ним домой, даже просит осмотреть кабели, розетки и затем предлагает купить товар. И как бы пенсионеры на это ведутся, потому что, ну, как бы он пугает их тем, что, ну, той же самой проверкой, и как бы они покупают этот товар, он еще предлагает скидку. Вообще этот товар стоит 19 тысяч, как он говорит, но предлагает грандиозную скидку аж в 9 тысяч, и за 10 тысяч он продает его. Как бы сумма для пенсионера, у некоторых пенсия, в принципе, 10 тысяч, и пенсионеры ведутся на это, что очень обидно и печально. Когда мы узнали об этой истории, мы позвонили в полицию, где уже нам сказали, что ведутся переговоры с этим человеком, но на что сказали, что уголовное там дело, любое вообще дело, возбудить на него нельзя, потому что он действует с точки зрения закона. Затем мы позвонили в фирму, которая изготавливает этот химический порошок, и они сказали, что они продают очень большие партии, как бы они продаются на Озон, на Валберес, на Алиэкспресс, на этих площадках, и там стоимость в розницу стоит около 2000 рублей, ну, 2000, 2500 по-разному, и как бы они не могут отследить, кому они продают. Мы поговорили, сказали, конечно, что если полиция обратится, то они найдут способ помочь, но, к сожалению, у них очень большая организация, это даже не организация, это завод большой, вот, и как бы достаточно сложно отследить продажи. Так действительно ли интинцы должны приобрести системы пожаротушения и установить их в своих квартирах, а за бездействие их ждет штраф или предписание от пожарных служб? Обязательных требований по оборудованию квартир в многоквартирных жилых домах какими-либо системами пожаротушения, обнаружения пожара, то есть это дымовые извещатели, система пожаротушения, то есть обязательных требований не существует.
Поэтому эта информация не соответствует действительности. Также хочется отметить, что если к вам и придут сотрудники пожарной охраны, то, как правило, это будут сотрудники в форме МЧС России, да, то есть с соответствующими удостоверениями. И как раз со своей стороны они с вами проведут инструктаж соблюдения требований пожарной безопасности в быту и максимум вручат там памятку, и каких-либо товаров, услуг, то есть предлагать не будут, то есть особенно за деньги. Отметим, что в Инте ведется планомерная работа по оснащению автоматическими датчиками квартир многодетных семей. Сотрудники МЧС вместе со специалистами администрации устанавливают в жилье многодетных и малоимущих интинцев такие извещатели. Для данной категории эта услуга является абсолютно бесплатной. Адреса, по которым устанавливаются пожарные датчики, определяют органы местного самоуправления. В Инте основное количество пожаров происходит именно в быту. За истекший период 2021 года в Инте произошло 26 пожаров. То есть есть снижение небольшое, то есть в прошлом году произошло 33 пожара. Как правило, у нас основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем, это 30%, недостаток конструкции электрооборудования или нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – это 23% от общего числа пожаров. Также нарушение норм пожарной безопасности при эксплуатации печей – это 13%. Также у нас есть такие пожары, как от неисправности систем механизм транспортных средств. Сейчас актуально у нас при наступлении холодной зимней погоды начинают прогревать автомобили, как правило, разного рода электронагревательными приборами. Соответственно, хотелось бы обратить внимание, что надо проверить их исправность. Также необходимо соблюдать требования пожарной безопасности в быту, при устройстве эксплуатации электронагревательных приборов, отопительных печей, теплогенерирующих установок, а также при использовании открытого огня и при курении. Еще раз отметим, что в Инте нет жилых многоквартирных домов, попадающих под обязательные требования оснащения пожарной сигнализации или системами пожаротушения. Если к вам пришли и пытаются продать товар, ссылаясь на какие-либо приказы правительства, не торопитесь. Свяжитесь с родственниками или близкими. Позвоните специалистам отдела надзорной деятельности по телефону 632 26. Члены Интинского общества инвалидов побывали на необычном творческом мастер-классе. Педагоги художественного отделения детской школы искусств показали людям с ограниченными возможностями здоровья, как с помощью акриловой краски и формы из желатина сделать картину. Искусство доступно каждому. При желании творить красоту может любой человек. Именно так считают сотрудники художественного отделения. Они регулярно проводят мастер-классы для горожан. В этот раз к ним в гости пришли члены общества инвалидов. Вот сегодня у нас общество инвалидов как раз на тему «Зырянское наследие». Это оттиски различных трав на желатине. Завтра у нас будет мастер-класс для наших учащихся. То есть наши двери открыты, мы приглашаем всех любителей живописи, графики. Сделать картину в стиле современного искусства можно буквально за 10-15 минут. Это несложно, но очень интересно. После небольшого инструктажа и практического показа гости приступили к рисованию. Для этого им даже не понадобились кисти. На желатиновую основу наносится краска, на нее выкладываются мелкие предметы, например, листья или цветы. Сверху лист бумаги. Сложность заключается в материалах. Цена, конечно, выходит очень недешевая. Ну и желатин приготовить правильно тоже очень много времени занимает и сил. Для желатиновой основы там есть два способа, один простой, другой сложный. В первом простом там просто вода, желатин. На стакан воды берут 50 грамм желатина. Второй посложнее, там берется глицерин, спирт, вода, желатин и все. Да. Там не только берутся растения, берутся и какие-то занавески, например, кружевные. Могут браться и листочки обычно, вырезать какой-нибудь трафарет и прижимать. Но с растениями, мне кажется, лучше всего получается. После мастер-класса гости ознакомились с выставкой «Наследие Зырянского края», которая сейчас завершает свою работу в детской школе искусств. Ее привезли в Инту из Национальной галереи Сыктывкара. Дошла очередь наконец-то и до Инты. Выставка успела побывать уже во многих учреждениях культуры. Она побывала в Москве, в представительстве Республики Коми. И вот после Москвы она как раз вот сюда и приехала. И на этой выставке представлено 57 работ, среди которых 2 работы учеников художественного отделения школы искусств города Инты. Эти работы выполнены ребятами под руководством преподавателя школы искусств Екатерины Владимировны.
И вот вместе с ней и вместе с другими преподавателями художественного отделения мы строим эту экспозицию. На этой выставке представлено 75 работ, из них 2 интинские. Интинцы – это Сыскина Елизавета, Святая Троица, и Таравко Кирилл, триптих «Наши предки». Мы очень рады за наших детей, потому что конкурировали с гимназией искусств, с художественной школой города Воркуты, с художественной школой Эжвинской. Это достаточно сильные учреждения. Мы очень рады за наших детей. Экспозиция приурочена к столетию региона. На всех картинах, которые выполнены в совершенно различных техниках, представлены памятники, здания и архитектурные композиции, которые можно отнести к культурному наследию. Мы должны охранять эти памятники, относиться к ним с добром, помнить о них. Очень много представлено и сыктывкарской архитектуры, воркутинской, но вот есть интинская. То есть каждая школа знакомилась с архитектурой своего края. Работы выполнены в разных техниках. Это и графические техники, это и живописные, и это и аппликация. И действительно достаточно разнообразные по технике исполнения. И выполнены объекты культурного наследия, которые находятся в разных районах Республики Коми. Это и, конечно же, в столице республики. Это и в Сыктывдинском районе, Усть-Куломском районе, в Воркуте. И в Инте, хотя еще нет объектов, вернее, есть объекты, но они не были изображены. Но работы авторов, они отличаются своим своеобразием. Они говорят о духовном наследии предков, которое нам необходимо хранить, передавать. И вот этим они интересны. Под каждой художественной работой висит текст. Это описание автора, в котором он рассказывает о картине и почему выбрал именно такой сюжет. Техника исполнения и глубиной проникновения, ведь мы просили ребят не только изобразительные представить ряд, но еще и написать краткое эссе о том объекте культурного наследия, который изображен. Что сподвигло автора изобразить именно вот этот объект. И это порой очень ценные и очень проникновенные тексты. Экспертная комиссия отобрала на данную выставку около 60 картин. После того, как завершится ее работа в Инте, наследие Зырянского края отправится в Воркуту. Только удобство и комфорт, разнообразие ассортимента и безупречное качество продукции. Магазин «Копейка» продолжает завоевывать популярность у интинцев. Магазин самообслуживания «Копейка» по адресу Куратова, 36 заметно расширился. После ремонта и выполненной перепланировки торговый зал стал намного просторнее и комфортнее, поэтому делать покупки стало еще удобнее. По многочисленным просьбам жителей Интинского округа в «Копейке» обновился отдел бытовой химии. Теперь здесь можно приобрести практически все. Стиральные порошки, чистящие и моющие средства, освежители воздуха, салфетки, шампуни, гели для душа, дезодоранты, подгузники, одноразовую посуду и многое другое. Магазин «Копейка» стал значительно больше, а это значит, что увеличился и ассортимент. Овощи, фрукты, мясо, рыба, консервы, крупы, макаронные изделия, специи, соки, детское питание. Огромный выбор колбас, сыров и молочной продукции, чая и кофе. Все товары находятся в открытом доступе, и покупатели сами решают, что и в каком количестве брать. Особого внимания заслуживает кондитерский отдел. Оригинальные торты, пирожные, пончики, которые изготавливают сотрудники пекарни ассорти, порадуют не только детей, но и взрослых. Здесь всегда свежие хлебобулочные изделия, пирожки, кулебяки, круассаны, хачапури, слойки, лепешки, а также десятки наименований печенья, вафель, зефира, мармелада и прочих милых сердцу любого сладкоежки лакомств. Коллектив «Копейки» приглашает интинцев в обновленный магазин самообслуживания, который расположен в центре города по адресу Куратова, 36, напротив Краеведческого музея. «Копейка» доступна для каждого жителя Интинского округа. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.